Оптимизацию деятельности территориальных органов государственной статистики обсудили на встрече у главы Ингушетии. Волнение, чтобы такого большого не было. Готовился на протяжении этого года. В принципе, думаю, что напишу на хорошие баллы. География или информатика? Два предмета на выбор. В стране стартовал ЕГЭ досрочно. От Ингушетии заявлены 700 человек. Я очень рассчитываю на полезную дискуссию. Сразу, как только наши коллеги из средств массовой информации заберут свои камеры, они не поняли, по-моему. Прирожденный дипломат с отменным чувством юмора. Министру иностранных дел страны Сергею Лаврову сегодня 68 лет. Душа слепая соучастница. Не написал. Случилось так. Души прекрасные порывы. Сегодня Всемирный день поэзии. Расскажем о музыке слов. Сегодня второй день, как мы начали сеять. Вот сейчас погода нам условия дает. Чтобы картошечка подоспела, нужно сдюжить работу тяжелую. С этим в КФХ Хашагульгов проблем нет. Трудятся на перспективу. Это новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии провел сегодня встречу с Натальей Скоркиной. В Рио руководителя управления Росстата по СКФО, образованного в начале марта этого года в результате оптимизации деятельности территориальных органов государственной статистики. Как сообщила Скоркина, в результате реорганизации, начавшейся в 2016 году, в стране были образованы 12 управлений Федеральной службы госстатистики. Из них самое крупное – управление Росстата по СКФО. Глава Ингушетии поздравил Скоркину с недавним назначением на руководящую должность, отметив необходимость тесного сотрудничества ведомства с правительством Ингушетии. Цитата. «Всегда ставлю задачу максимально отрабатывать статистику, только сами цифры показывают динамику роста или снижения. Желательно, чтобы региональная служба статистики ежемесячно нас информировала о поступающих данных по разным сферам деятельности. А органы исполнительной власти, в свою очередь, уже вовремя реагировали на падение каких-либо показателей», подытожил Юнусбек Евкуров. Сегодня по всей стране начался досрочный этап ЕГЭ. По данным Рособорнадзора, на него зарегистрировано более 40 тысяч человек. В Ингушетии на выбор сдавали географию и информатику. Тест проходит в общей сложности более 700 человек. Добавлю, что в основной период, по предварительным данным, участие в экзаменах примут 720 тысяч россиян. Репортаж Жариды Атхалухоевой. На 411-м пункте прохождения сдачи ЕГЭ сегодня многолюдно. В 10 часов по местному времени здесь начнется пробный ЕГЭ. Чтобы сесть за экзаменационный стол, выпускники сначала проходят проверку. Все личные вещи оставляют на проходе. Они до конца экзамена будут храниться в сейфе. Паспорт и черная гелевая ручка – это все, что допускается на входе у металлоискателя. Все остальное должно быть скрыто в уме, а не в карманах. Из 14 возможных предметов сдают сегодня информатику и географию. Большинство выпускников предпочли информатику. Выпускники выбирали, исходя из того, в какой профессии они себя видят в будущем. Большинство сдающих – юноши. Среди них компьютерные технологии выбрал и Асхаб Магомаев. Как признается молодой человек, его всегда тянуло к информатике. И сегодня он решительно настроен сдать экзамен и получить необходимые баллы. Волнение, чтобы такого большого не было. Готовился на протяжении этого года. В принципе, думаю, что напишу на хорошие баллы. Буду на это надеяться, в принципе. Впрочем, волнуются сегодня и родители выпускников. Аза Хамхоева пришла поддержать свою дочь, которая, так же как и Асхаб Магомаев, сдает информатику. В прошлом году девушка не смогла набрать необходимые баллы, чтобы поступить в нужный вуз. Думаю, что сдаст, но волнуется. Девочка волнуется, и я волнуюсь, как мать. Надеемся на лучшее. Хотим обязательно сдать.
Метод контроля за прохождением ЕГЭ с каждым годом становится все серьезнее. Контролировать экзамены будут около 20 наблюдателей. Еще 6 человек проследят за процессом в онлайн-режиме. Во всех аудиториях установлены камеры наблюдения. На пункте информатику сдают сегодня 32 человека, а на географию заявлено всего 2 выпускника. Некоторые из них уже являются студентами колледжа, некоторые уже закончили. И чтобы поступить в высшее учебное заведение, они уже заранее готовятся для того, чтобы поступить и повысить свой балл и по географии, и по информатике. А подготовка у нас прошла очень хорошо, на очень высоком уровне. Это можно сказать по тем результатам, то, что федеральные инспектора сегодня с утра проверили, еще раз перепроверили все аудитории. Никаких замечаний пока мы не получили. Организационная часть у нас прошла на очень хорошем уровне. В этом году ЕГЭ пройдет в 3 этапа – досрочный, основной и дополнительный. Первые экзамены начнутся уже с 28 мая и продлятся до 2 июля. Дополнительные с 4 по 15 сентября. Результаты сегодняшнего экзамена станут известны через 10 дней. Ну а пока выпускникам необходимо повторить орфографию, пунктуацию и правила правописания. Следующее испытание – русский язык. Всего через 2 дня. Жарадат Халухоева, Марбек Миржоев, Новости 24. Минфин России планирует уточнить перечень доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ. В этот список предлагается внести единовременные компенсационные выплаты медработникам, начисляемые в рамках программы «Земский доктор». Такую меру могут ввести в действие с октября 2018 года. Речь идет о единовременных компенсационных выплатах медработникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование и работающим в сельской местности по договору. Размер такой выплаты – 1 миллион рублей на одного медработника. В свой день рождения российский министр иностранных дел Сергей Лавров встречает в стране восходящего солнца, куда он прибыл на переговоры. Импозантный, популярный и всегда одетый с иголочки. Лавров уже 14 лет во главе МИДа. При жестком ритме жизни, многочисленных переговорах Лавров находит время и для того, чтобы заниматься любимым рафтингом и даже писать стихи. В них он говорит нам больше, чем может сказать обычно в качестве главного дипломата страны. С днем рождения Сергея Лаврова поздравил и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в своем инстаграм. Репортаж Амины Боковой. Первый подарок по случаю дня рождения главе российского МИДа преподносят коллеги из Японии. Большой торт в виде футбольного мяча, символизирующий чемпионат мира, который состоится уже летом в России, завершил сегодняшние переговоры в стране восходящего солнца. Свое 68-летие Сергей Лавров встречает, как всегда, на работе. Всегда уверенный, решительный, элегантный и дипломатичный по своей сути, Сергей Лавров уже 14 лет возглавляет Министерство иностранных дел России, отстаивая на мировой арене интересы нашей страны. Выступая за многополярность мира и против попыток отдельных государств доминировать над другими, Лаврову пришлось участвовать во многих нелегких переговорах, в том числе по ядерной программе Ирана и Северной Кореи, развертывание американской системы ПРО в Европе, принуждение Грузии к миру и регулирование сирийского кризиса. По Сирии самое главное то, что мы подтвердили наше общее понимание нетерпимости продолжения насилия. И через это понимание нашу решимость. За время работы Сергея Лаврова в качестве главы МИДа было подписано соглашение российско-китайской границы. Решен вопрос о морских границах с Норвегией в нашу пользу. Улажен вопрос о границе с Латвией, которая отказалась от своих претензий на Пыталовский район Псковской области. С приходом деятеля в мировую политику началось возрождение внешнеполитической самостоятельности нашей страны. Сегодня Россию уважают во всем мире, как и союзники, так и геополитические оппоненты. Мы настаиваем на самом тщательном и беспристрастном расследовании на атаке на гуманитарный конвой. Сергей Викторович учился в школе имени Короленко в городе Ногинск Московской области, а впоследствии перевелся в столичную школу номер 607 с углубленным изучением английского языка. Окончив ее серебряной медалью, будущий министр подал документы сразу в 2 вуза – МГИМО и МИФИ, но в итоге принял решение в пользу МГИМО, поступив на Восточный факультет. Уже в институте Сергей Лавров познакомился с будущей супругой, которая и по сей день сопровождает его во всех поездках за границу.
Начинал свою карьеру министр иностранных дел в качестве стажера в посольстве Советского Союза в Шри-Ланке, где впоследствии получил должность атташе. Проработав там около 4 лет, Сергей Лавров вернулся в Москву в качестве 3-го секретаря отдела международных экономических организаций МИДа СССР. В 80-х карьера государственного деятеля набирает стремительные обороты. Тогда его направляют в Нью-Йорк в качестве советника в постоянное представительство Советского Союза при ООН. В 90-е государственный деятель значился первым замначальника управления экономических организаций, а позже возглавил данное ведомство. А уже в 92 году Лавров становится директором Департамента международных организаций и глобальных систем МИДа России. В этом же году его назначают заместителем министра иностранных дел страны. 10 лет Лавров занимал пост постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций, а в марте 2004 года он был назначен министром иностранных дел России. Работа в ООН Лаврову принесла колоссальную популярность не только в России, но и за рубежом. На заседаниях Совета Безопасности с участием политика всегда обсуждаются все мировые конфликты. Ситуация на Ближнем Востоке, бывшей Югославии, на Корейском полуострове и Кипре. В решении всех этих вопросов Сергей Лавров играл далеко не последнюю роль, а зачастую его голос и вовсе оказывался решающим. Он не боится делать резких заявлений, а в 2000 году даже демонстративно покинул заседание Совбеза после того, как представителя Югославии не допустили к участию в дискуссии по проблемам Балканского региона. Сергей Лавров уделяет внимание ситуации внутри страны, в том числе развитию международных отношений в регионах России. Так, на прошедшем форуме в Сочи министр отметил и нашу республику, которая активно налаживает сотрудничество с зарубежными государствами. Авторитет ваших соседей в Ингушетии, он признается в арабском и исламском мире, и мы ценим это как очень важный ресурс российской внешней политики. Сергей Лавров не только состоявшийся политик, но и разносторонне увлекающийся человек. Он любит писать стихи и петь под гитару. Государственный деятель увлекается рафтингом и является президентом Федерации гребного слалома страны. Также глава МИД обожает играть в футбол и является ярым фанатом московского «Спартака». А в свободное время Сергей Лавров пишет стихи. Именно он сочинил гимн ГИМО. У государственного деятеля отличное чувство юмора и своеобразный стиль общения. Сергей Лавров всегда способен остроумно ответить на каверзные вопросы, если того требует ситуация. Эти качества он и продемонстрировал в эфире Первого канала в известной развлекательной передаче. Сергей Викторович, нельзя говорить ни да, ни нет. Вы министр иностранных дел Российской Федерации? Of course. На сегодняшний день политик продолжает занимать пост министра иностранных дел России, занимаясь остро стоящими вопросами российско-американских отношений и военного конфликта в Сирии. Также в последнее время Лавров уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность он награждался многими правительственными наградами. В список вошли орден 2-й степени за заслуги перед Отечеством, орден почета за заслуги перед государством, а также многочисленные грамоты и благодарности президента Российской Федерации. Амина Бокова, Новости 24. Небывалую активность на прошедших выборах президента страны проявили жители Джейрахского района. Явка там составила, напомню, более 90%. В выборах участвовали даже жители самых отдаленных сел. Для них был организован подвоз к избирательным участкам на микроавтобусах. В стороне от важного процесса не остался и старейший житель Апас Илиев. Как проходило голосование, расскажет наш корреспондент. Пока на равнине вовсю шло голосование, в самом высоком избирательном участке Бэйни Джейрахского района на высоте 1600 метров над уровнем моря активно принимали участие в решении судьбы государства. Ханифа Ахильгова в свои 78, несмотря ни на что, нашла время прийти и проголосовать. В этом небольшом горном селе зарегистрировано более 114 человек. В районе всегда отмечается хорошая явка избирателей. Поэтому 18 марта традицию участвовать в важных решениях для государства никто не нарушил.
А чуть ниже, в самом крупном населенном пункте горного района, в Джайрахе шумно и весело. Жители отдают свои голоса в средней школе. Примечательно, что именно здесь расположены самые первые избирательные участки во всей республике. Порядковая нумерация участков начинается с Джайраха, там, где началась наша история. В списку избирателей у нас сегодня значится 612 избирателей. Впервые голосующие у нас 18 человек. Голосующих вне помещения на дому 19 зарегистрировано у нас. В Уйке под номером 1 зарегистрированы избиратели, проживающие не только в Джайрахе, но и в ближайшее селе Изми. Для того, чтобы они могли с комфортом добраться до участков, здесь функционирует общественный транспорт. Им воспользовался и Руслан Цуров. Решили все вместе собраться, все в нашем сельском поселении. И мы все вместе пришли сюда, чтобы проголосовать за нашего кандидата, так как от этого зависит наше будущее. Каждые 2 часа у нас есть автобусы, которые развозят избирателей по участкам. Кроме того, в школе подготовили выставку прикладного искусства с национальным колоритом. Все эти предметы изготовлены вручную воспитанниками Центра творчества детей, которая работает на базе школы. Их можно не только посмотреть, но и приобрести, если возникнет желание. Здесь есть картины Баку Аздоевой. Это с красками работа, потом идут картины с уникальными вот этими рыбьей кожей. Это делали дети под ее руководством. Потом у нас идет рукодельные кружки. Всего в Джайрахском районе зарегистрировано 2782 избирателя. Кому-то удобно посетить участок для голосования утром, кому-то ближе к вечеру. Но определенно голосуют целыми семьями. Вслед за ним приехал проголосовать его сын Абдул-Салам. Это его первые выборы. Кстати, молодым людям, которым впервые представлено право голосовать, подготовлены подарки. Им дарят компьютерные флешки, канцтовары и телефоны. Абдул-Салам сделал выбор, исходя из своих требований к кандидату. Первым делом безработица, Кавказе, в России. А вот Хусейн Амирханов за 88 лет жизни пользовался правом голосования множество раз. Он выбирал и президента в России, и Верховный Совет Казахской ССР, где когда-то жил. Мужчина вспоминает, что раньше выборы проходили в более сложных условиях, как для избирателей, так и для организаторов. Кстати, и сам он не раз участвовал в их проведении. И спустя столько лет ему суждено сделать мудрый выбор бодрым шагом. Избирательный участок сидят колонии. Избиратели голосовали на полуторках машины. Всю машину здесь, а я так должен. Так ему так должен. Да Аллах, политик, чего сын президент. Возможностью проголосовать по окрепительному удостоверению воспользовался ректор Российского института театра и искусства ГИТИС Григорий Заславский. Так получилось, что на момент выборов, путешествуя на Северном Кавказе с детьми, Заславский заранее написал заявление в одном из московских многофункциональных центров и изъявил желание проголосовать в Джайрахском районе Ингушетии. Ведь этот выбор может изменить судьбы множества людей, считает он. Безусловно, это огромное удовольствие. Здесь потрясающий воздух. Мне очень нравится, что здесь очень много новых домов построенных. На выборах президентства страны один из самых высоких показателей явки избирателей показал Джайрахский район. Жителям здесь есть чем сравнить прошлое и настоящее. За последние годы здесь построено множество объектов здравоохранения, образования, культуры и туризма, как, впрочем, и по всей республике. Ингушские избиратели своими голосами 18 марта выразили благодарность федеральному центру и продолжение курса развития и созидания. 18 марта мы выбирали будущего главу Российской Федерации, исходили из личного мнения по данному поводу. Надо понимать то, что изначально это является уважением, потому что уважая себя, ты уважаешь свой выбор. Я голосовал по месту жительства в городе Карабулак. Естественно, мой голос был отдан Владимиру Владимировичу Путину. И лично я считаю, что не надо исходить из каких-либо прерогатив, и надо действовать так, как ты считаешь нужным. То есть каждого мнения важно. Просто ради интереса голосовать. Путина голосовать. Проверка Ажмер.
Кандидаты, считаю, были достойными, но все же победил Владимир Владимирович Путин. Поэтому хотелось бы ему пожелать и сил, и поддержки народа. И нам бы хотелось пожелать взаимопонимания. У нас страна многонациональная, поэтому хотелось бы мира в первую очередь. Люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане, ветераны и все, кто не смог по какой-то причине прийти на избирательный участок, голосовали на дому. Члены избиркома сами выезжали к ним, чтобы они тоже смогли повлиять на будущее страны. Такой возможности воспользовался и старейший житель планеты Аппаз Илиев. Рина Цичоева, Залина Магушкова, Рамзан Зурабов. Новости 24. Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова выделил для ингушских абитуриентов целевые места. 12 квот выделяются по направлениям режиссура, кино и телевидения, кинооператорство, продюсерство, актерское искусство, драматургия. Обучение будет вестись по очной и заочной форме. Зачисление на места проводится при условии сдачи вступительных экзаменов на положительные оценки. Предварительное прослушивание абитуриентов, желающих поступить во ВГИК, пройдет в региональном министерстве культуры и архивного отдела. И вот что вы увидите далее в новостях 24. Души прекрасные порывы. Сегодня Всемирный день поэзии. Расскажем о музыке слов. Чтобы картошечка подоспела, нужно сдюжить работу тяжелую. С этим в КФХ Хашагульгов проблем нет. Трудятся на перспективу. Сегодня Всемирный день поэзии. Это древнее искусство может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека. Именно оно, искусство, объединяет страны, народы, помогает людям понять друг друга. Джамалдин Ендиев, Салман Азиев, Герихан Гагиев, Ахмед Боков – эти люди как путеводная звезда для начинающих молодых поэтов Ингушетии. Среди них и Тамара Чиниева. Репортаж Светланы Томовой. Стихи не пишутся, случаются, как чувство или же закат. Душа слепая соучастница. Не написал, случилось так. Поэт не дело, а призвание. И сложить стихи могут не все, ведь каждый писатель по-своему черпает вдохновение, да и настроение всегда влияет на поэта. Тамара Чиниева пропускает каждую строчку через свою душу. Ее творение – это часть жизни. И несмотря на то, что она мама 4 детей, место работе и творчеству у нее есть всегда. Я не могу похвастаться тем, что мне очень легко, там и дом, да, и семья, и дети маленькие, и работа, но мне повезло в том плане, что сейчас у меня работа творческая, дело мое любимое тоже творческое, да, вот стихи, поэзия. Я сейчас занимаюсь новой книгой, мне это не мешает абсолютно. А дети тоже, наверное, надо отдать должное их отцу. Они у меня очень самостоятельные и во многом мне помогают. Поэтому, тяжело, конечно, но я справляюсь. Тамара Чиниева родилась и выросла в Нальчике, там же получила образование. После школы поступила в колледж дизайна на факультет дизайн-публикации. Но вместо своей специальности занялась написанием статей. И по окончанию колледжа в 2000 году начала работать корреспондентом, а позже редактором отдела культуры в газете «Горянка». Свой первый сборник стихов Тамара написала в 13 лет, живя в Нальчике, и посвящены они были родной Ингушетии. Никем не прочитанное стихотворение – это никем не увиденный цветок, считает Тамара. Она никогда не садилась за стол, чтобы что-то написать. Стихи не пишутся, а слагаются. И этот дар дается свыше, отмечает она. Мои мысли – это поэзия. Я очень мало говорю по жизни вообще. Я очень мало говорю, я больше молчу. Но молчание и поэзия для меня – это синонимы. Потому что вот у Фета есть стихотворение «Силентиум», да, «Молчание», в котором он и говорит, что вот, когда ты хочешь сказать что-то, да, ты не можешь это выразить. А вот если это в тебе, вот эта вспышка, в стихах ты это выразишь, то это будет как раз самое то.
Для меня это способ существования, наверное. Я даже не представляю. Не было бы стихов, наверное, не было бы меня. Поэзия. Для каждого она своя. Стихи читают, когда грустно, когда переполняют эмоции счастья, и в них объясняются в любви. Жители нашей республики относятся к поэзии и стихам с пониманием, знают и любят ингушских авторов. Мне нравятся стихи, особенно Тамарины. Они вдохновляют, и очень даже читать, и приятно это все. Она все выражает, это все. Мне нравятся именно ее стихи, мне очень нравятся. Всех умеешь простить, все понять, и несешь свое звание, как знамя. Для других многодетная мать, для меня многоцветная мама. Не так давно Тамару назначили директором Дома культуры в Зязиковюрте. К новой работе у нее свой творческий подход. И те курсы, что она собирается здесь открывать, пожалуй, нет ни в одном Доме культуры республики. У меня тут точно будет кружок журналистики, который я сама буду вести. И будет поэтическая студия. Вот пока что эти два пункта, наверное, нас будут отличать. А так, конечно же, будут литературные вечера, будут выставки, будут концерты, будут встречи творческих людей вообще. Будет много интересного. А самое главное, будет выявление талантов и уже помогать им какой-то путь дальнейший, вектор какой-то дать в жизни. Совсем скоро у Тамары в свет выходит ее 5-й сборник стихов. Ведь творчество – это мастерство, которое нужно постоянно оттачивать. Тамара Чениева чувствует этот мир сердцем. Ее поэзия олицетворяет стойкость, чистоту и благородство. Светлана Томова, Хаваш Гойгов. Новости 24. Уполномоченный по правам человека Джамбулат Аздоев сегодня подвел итоги деятельности за прошлый год. Так, к омбудсмену поступило 1350 обращений, 55% заявителей – это женщины, остальное – мужчины. Вопросы жилищно-коммунального характера, нарушение трудовых прав – это задержка заработной платы или отсутствие условий труда. Также к уполномоченному поступали вопросы охраны здоровья и жалобы на правоохранительные органы. Как отметил Аздоев, все эти обращения рассматривались в срочном порядке, подключая представителей компетентных органов. География также обращений изменилась, если сравнить с 2016 годом. Больше всего обращений поступило из города Назрань. На втором месте Назранский район, на третьем месте Малгобецкий. Затем подвели итоги работы ситуационного центра, который был развернут 18 марта. В день выборов на горячую линию уполномоченного поступило 27 обращений по различным вопросам. А завершилась встреча на приятной ноте. Омбудсмен вручил почетные медали людям, которые посвятили свою жизнь защите прав человека. Эту медаль вы заслужили. Всемирный день защиты лесов был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Это повод проинформировать общество о важности сохранения и повышения осведомленности о значении лесов. В последние годы тенденции, связанные с обезлесением земли, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества. День леса – национальное богатство России, на долю которого приходится практически 1/5 часть площади мировых лесов и примерно такая же часть мировых запасов древесины. Что определяет глобальное значение лесов для страны не только как источника ценнейшего сырья, но и как важного компонента биосферы, во многом определяющего условия жизни на Земле. 10 тонн картофеля планируют высадить в крестьянско-фермерском хозяйстве Хашагульгов. Землю обработали и удобрили. Остановились на голландском сорте. Урожай бывает благодатным и вкусным, за счет чего и хорошая реализация, отмечают сами аграрии. Овощи и зерновые этого хозяйства поставляют по всему СКФО. Хади Бекбузарова расскажет.
шум работающей техники говорит, что посевная кампания на полях идет полным ходом. С позитивным настроем и прогнозом на хороший урожай приступили к работе в КФХ Хашагульгов. В хозяйстве в этом году планируют посадить около 10 тонн картофеля. Выбрали голландский сорт Рокко. И не случайно, ведь именно этот вид картофеля имеет много преимуществ перед другими. Для потребителя в первую очередь это вкусовые качества. Также клубневые дают высокую урожайность, устойчивы к вирусам и засухе. И при создании оптимальных условий могут храниться достаточно долго. Активно массовая посадка картофеля. У него 400 гектаров, которые по плану в этом году. Он уже полных 2 дня сегодня работает. Начал он вчера. И так дальше он пойдет. На 400 гектаров посадить картофель, ему фактически, если как вчера мы будем работать, как они будут работать, как вчера, ему надо 20-25 дней. То есть, если они осилили 18 гектаров, ежедневная посадка, которая 18 гектаров, то вы разделите 400 гектаров, получается так же то же самое на 4 рабочих дней. Плодородная ингушская земля – лучший залог для хорошего урожая, говорят аграрии. И картофель не исключение. Продукция хозяйства у местных жителей пользуется большим спросом. И дело в первую очередь не в близком расположении точек сбыта, а в качестве. Землю аграрии уже обработали для посева картофеля. Харон Барханоев трудится в сельском хозяйстве не первый год и знает все тонкости того, как вырастить хороший урожай. Впереди работы непочатый край, но любимым трудом заниматься несложно, а даже в удовольствие, отмечает Харон. Сегодня второй день, как мы начали сеять. Вот сейчас погода нам условия дает, погода, поэтому осень чуть-чуть запоздалая была. Мы раньше начали в прошлом году сажать. Но ничего, успеем. В КФХ Хашагульгов каждый год делают ставку на качество продукции и бьют все рекорды по урожайности в регионе. Грамотный подход к делу, своевременная посадка и уборка и, разумеется, внесение удобрений. Здесь знают, как нужно работать. Сорт у нас сейчас мы сажаем Рокко, голландский сорт. Это площадь, вот это поле где-то 95 гектаров у нас. Овес импуаса 36 гектаров, да. Кадин 250 гектаров, да. Посевную в КФХ начали всего несколько дней назад. Делать какие-то прогнозы относительно урожая аграрии пока не спешат. Однако уверены, при соблюдении всех правил посадки и ухода за культурами можно и в этом году рассчитывать на новый рекорд. Хэди Бекбузарова, Майербек Миржоев, Новости 24. 3 медали высшей пробы и 1 серебро. С таким результатом завершилось первенство Москвы по греко-римской борьбе среди юношей для ингушских борцов, воспитанников спортивного клуба «Ади Ахмат». Соревнования проходили по 15 весовым категориям и собрали 250 лучших спортсменов со всей страны. Али Яндиев, Мухаммад Далаков и Мурат Евлоев стали лучшими в весовых категориях 62, 75 и 85 килограммов. Серебро в весе 42 килограмма завоевал Магомед Барахоев. Победители и призеры этих соревнований получили право выступить на первенстве России по греко-римской борьбе, которое пройдет в мае в столице Калмыкии Элисте. Еще Сергей Образцов говорил, что через куклу можно сказать зрителю то, что не под силу передать живому актеру. Это связующее звено с иным высшим миром. Сегодня Международный день кукольника. Актеры в свой профессиональный праздник устроили настоящий каламбур в Театре юного зрителя. Дети были в восторге. На представлении побывала наш корреспондент Ната Евлоева. В Театре юного зрителя сегодня праздник – День кукольника. Актерский состав приготовил для своих маленьких зрителей настоящий каламбур. В нем они собрали отрывки сразу из нескольких сказок. Ибрагим Агиев здесь впервые. Игра актеров ему понравилась. И несмотря на некоторые мистические сцены, мальчик признается, что страшно ему не было нисколько. Я не боялся, я смеялся. Но когда мы сказали секрет, что нельзя бояться, все сказали, что мы не боимся. И выступление было хорошо. Театр юного зрителя радует посетителей уже 20 лет. В нем работают самые разные люди. Одна из них – Дугурхан Хаутиева. Уже на протяжении 37 лет она выступает на сцене. В ее руках обычная кукла превращается в настоящего живого персонажа. В спектакле она играет старенькую бабушку. Признается, что театр стал для нее всем. Но главное для актрисы – это улыбка на лице маленьких зрителей. И вот каждый ребенок, наверное, уходя отсюда, он оставляет ту частицу своего сердца здесь в театре и вместе с нами. Мне кажется, это самое главное – работать и жить,
и существовать для детей. День кукольника отмечается уже 18 лет. Этот праздник признан во многих странах мира не только самими профессионалами, но и поклонниками такого рода искусства. По традиции в этот день работниками театров и творческих кукольных коллективов организуются самые необычные кукольные спектакли, творческие встречи, концерты и другие праздничные мероприятия. Благодаря профессионализму актеров зритель не только верит тому, что видит на сцене, но и мысленно переносится в сказку. Яркие эмоции, артистизм и правильно подобранный метод психологии положительно влияет и на взрослых. На спектакле также присутствовала актриса Зара Базоркина. И не с пустыми руками. Дарить ежегодно по одной кукле в этот праздник для нее стало традицией. Большое спасибо вам. Ко дню кукольника актеры театра юного зрителя объявили в школах республики конкурс. Участников было много, но победитель один. Это ученица первой школы сельского поселения Яндари Хади Сукиева. Девочка рассказывает, что она долго и усердно работала над своим шедевром, чтобы получить это заветное первое место. Я подходила к маме и спрашивала. Мама говорила, если у меня что-то там было не так, она говорила, исправь. Я очень рада, я получила массу эмоций, впечатления. Актеры театра юного зрителя ничуть не жалеют, что свой профессиональный праздник посвятили самым преданным и маленьким своим зрителям. А каждый выход на сцену для них возможность отойти от обыденности и вернуться в счастливое детство. Ната Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.